Якутия присоединилась ко всероссийской акции «На дорогу без перегруза». Так, по 4 октября на трассах Якутии будут действовать межведомственные группы. Работу с перевозчиками будут проводить с использованием передвижных дорожных весов, которые позволяют определять нагрузку на оси, массу, габариты и прочие характеристики транспорта. Нарушители ждут штрафов вплоть до $500 000 рублей. Репортаж Саргаланы Захаровой. По региональной дороге у нас, по данным Минтранса Республики, проходит за сутки около 1000 единиц большегрузной техники. За последние 30 лет их вес увеличился практически в 2 раза. Можно только представить, какой урон приносит машины этой трассе, которая была построена в 70-е годы с расчетом на максимальный вес всего в 20 тонн. Приведем пример. Если в 70-е и 80-е годы прошлого столетия по дорогам республики в основном ездили грузовые машины отечественного автопрома, чья масса достигала только 8 тонн, а загрузка не превышала собственного веса, то сейчас для отдельного класса большегрузов максимальная допустимая масса составляет 44 тонны. Именно по дорогам у нас в основном возят с Мансалка щебень, бетон и другие конструкции. Очень тяжеловесные. И транспорт последние 10 лет, можно сказать, по всей России, грузоподъемность очень большая. В рамках акции «На дорогу без перегруза» сразу на 3 трассах республики Ленск, Нам и Умнас в эти дни работают передвижные посты весового контроля. На специальном оборудовании работники высчитывают всю необходимую информацию по автотранспорту. Забиваем базу данных, технические характеристики транспортных средств, то есть марку машины, госномер, и эта база постоянно она пополняется. Сюда же также записываем фамилию, имя, регистрационное удостоверение, номер водителя, то есть все данные, которые именно будут потом отражены в акте взвешивания. В этом акте взвешивания, в зависимости от типа грузовых транспортов, допускаются разные нагрузки по полной массе. Акция не теряет актуальности. Только за период весеннего весового ограничения на трассе Умнас дороге был принесен ущерб в размере около 5 миллионов рублей. В республике зарегистрировано свыше 33 тысяч грузовых машин с массой свыше 12 тонн. Во время введенного ограничения было составлено порядка 40 актов. Из них 10 перевозчиков оплатили. И, соответственно, около 30 перевозчиков подали в арбитражный суд Республики Саха-Якутия. Сейчас такие весовые контроли проходят только в рамках акции, но со следующего года планируют, что такие посты будут появляться на трассах Якутии уже в регулярном режиме. Саргалана Захарова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.